Сегодня участники проекта весь день провели на сцене. Накануне состоялась генеральная репетиция перед первым показательным концертом, где присутствовали педагоги по вокалу, сами участники и директор филармонии Тамара Денельханова. Несмотря на то, что им уже приходилось выступать перед такой аудиторией, все они немного волновались. Конечно же, волнение было, но Тома не впервые присутствовал на нашей репетиции, и как-то было привычно, но перед участниками немножко волновалась. Я пела песню Элины Мутазовой «Беза Мангела», так как Тома уже слышала, как я пою эту песню, всегда на репетициях, готовлю к концерту. И она остановила меня, сказала, что слышала, что пою хорошо. Я просто слышала, все нормально. Единственное, у тебя вот тогда тебе Снежана делала замечание. На пиано надо уходить нежно. Понимаешь? Ты пьешь одинаково, что форте, что пиано. И надо чувствовать, что вы поете, ребят. Это ко всем замечаниям. Вы поете, вот вы включаетесь, когда у вас текст начинается. Как только текст заканчивается, начинаете озираться, выходить из образа. Артист должен быть в образе. Вот прямо из-за кулис вышел, уже он в образе той песни, которую он поет. Если она веселая, надо быть веселым. Если она грустная, надо быть грустным. Оказывается, не так-то просто выступать перед директором филармонии. Анзор, самый старший и, кстати говоря, самый опытный участник проекта, явно не так представлял свой выход. Но молодой человек все-таки сумел собраться и хорошо спеть, так, как это делал на обычных репетициях. Сегодня была у нас генеральная репетиция перед Томой, и наш преподаватель Будаев Зелим стоял, и он мне жестами хотел что-то объяснить, и я как-то посмотрел на него и забыл текст, это автоматом так получилось у меня. А так я обычно не забываю тексты. Она у тебя, по-моему, еще не до конца доработанная, да, эта песня? Вот надо выговаривать правильно. Если ты поешь на русском языке, значит, надо очень тщательно выговаривать слова, репетировать, учить, да? Но голос у тебя, конечно, очень хороший.
Это не твоя песня. Что у тебя еще есть? Я расстроился, я думал, что эта песня мне подходит, но когда я ее пел, то меня остановило. И у меня сразу настроение пропало, когда она мне сказала, что эта песня мне не подходит, потому что я хотел ее спеть на первом концерте, потому что эта песня мне очень нравилась. Она такая зажигательная, которая поднимет настроение многих девушек. Она же про чеченскую девушку, песня. Но если смотреть с другой стороны, я тоже так считаю, что Тома права, эта песня у меня не получалась. Она сложная песня, лезгинка, это не мое направление, мне более подходят песни, которые там лирические, это потому что сильный голос. Понятно. Мы для тебя вот эту песню будем готовить. Хорошо? Ты тоже работай над ней дальше. Это очень приятно, когда видишь настроение и интерес окружающих. Хочется быть достойнее, петь лучше, радовать близких, родных и в целом всех, у кого есть интерес к музыке. У кого-то из них сегодня все получилось, а кому-то помешало волнение или еще что-то. Своим выступлением остались довольны не все. Но им можно ошибаться, потому что они только учатся. Опоздал немножко на репетицию. Я был занят, но подоспел почти вовремя. Но я не был распет, у меня не получилось, как бы хотел. На полный я не выложился. Во время отбора, в принципе, мы отсеивали те вещи, которые мне невыгодно показывают голоса участников, потому что очень важно правильно подобрать репертуар, как я им постоянно говорю и твержу на всех репетициях и занятиях. Думаю, что максимально педагоги постарались помочь ребятам в этом вопросе, и подобрано очень тщательно все. Но учитывая, что это только первый концерт в жизни наших участников, то, в принципе, я думаю, они готовы. Самое главное, чтобы они не растерялись в день самого концерта, потому что сцена, она немножко пугает даже уже готовых артистов, ребят, которые уже в течение долгого времени выходят на сцену, она всегда остается такой пугающей и манящей в то же время. Вот, думаю, что они справятся с поставленной для них перед ними задачей. И что я могу им сказать? Пожелать удачи только. Ну, хорошо так они выступили. Но можно было получше, конечно. Ну, когда как получается. Но мы стараемся, чтобы было все на высшем уровне. Главное было, Тамара Султановна выбрала, наш директор Государственной филармонии, прослушала репертуар. Вот главное, что она выбрала песни, какие каждый вокалист должен петь какую песню. Вот этот выбор был очень такой, каждому вокалисту подходящая песня была. Вот над этим мы сейчас будем интенсивно работать. Вот то, что мы и делаем.
не то, что в тот день, мы вообще у каждого вокалиста по несколько песен, мы каждый день обкатываем. Но именно вот по одной песне уже отобрано, вот мы над этим работаем. Будем готовиться к этому дню, чтобы у нас все было хорошо. Позади 4 месяца усердных репетиций. Благодаря ежедневным занятиям по вокалу и актерскому мастерству участники проекта научились правильно ставить свой голос. Научились не просто петь, а чисто петь, точно попадать в ноты, вести себя на сцене, правильно брать дыхание, красиво двигаться и выражать свои эмоции во время выступления. А самое главное – поверить в себя и в свои возможности. Участие в проекте Дека Саназа начинающие артисты считают важным опытом для будущей карьеры, поскольку здесь с ними занимаются профессиональные педагоги, которые учат всем необходимым навыкам и помогают улучшать их пение. Но предстоящее событие, первый показательный концерт, все-таки заставляет ребят немного волноваться. Не представляю даже свой выход на сцену. Ну, как сказать, я думаю, я возьму себя в руки, у меня получится выступить нормально. Волнения, конечно, будут, потому что это первый выход на сцену. И потом, не знаю даже, что сказать, получится или нет, не знаю. Но постараюсь, чтобы получилось. Известно, что перед выходом на сцену волнуются абсолютно все артисты. Это чувство свойственно любому музыканту, почти любому. Некоторым участникам проекта Дека Саназ курс лекций «Как не волноваться перед выступлением» уж точно не нужен. Я вообще не волнуюсь, у меня вообще даже в голове не было, чтобы волноваться там, или у меня в душе был бы какой-нибудь страх, потому что все от Аллаха. Я просто выйду, покажу себя людям, и все. Люди оценят, если я им там нравлюсь, или им нравится мой голос, то они меня выберут. Да, мы все ждем первого концерта. И большинство из нас все переживают, как-то волнуются из-за концерта. Но я его тоже жду, но как бы, чтобы переживать, бояться концерта. Наоборот, я хоть завтра выступлю. Мне приходилось работать на сцене. И как бы я уже для меня, чтобы на этой сцене спеть, на этом концерте спеть, на другом особой разницы нету. Среди участников есть ребята, которые еще до проекта профессионально занимались вокалом. Это, как правило, студенты колледжа культуры и искусств и учащиеся музыкальной школы. А также есть и такие, которые понятия не имели о приеме и технике вокала. Они занимались музыкой самостоятельно, пели для себя, как говорится. Здесь они научились петь с полного нуля. В самом начале они не знали, какие звуки высокие, какие низкие, и не было абсолютно никаких вокальных навыков. По словам Зелимхана Дудаева, каждый участник талантлив по-своему, и у каждого есть хороший голос. А его задача как педагога заключается в том, чтобы помочь раскрыться этому голосу. Мы ставим голос, правильное звукоизвлечение, чтобы грамотно все это было, чтобы было академическое звучание, чтобы они имели представление, что это такое. У них большое, как говорится, большое понимание к этому уже появилось. Они уже имеют представление, что это такое. Ну и лучше стали петь, чем тогда, когда они начинали. Намного лучше. Зелимхан Дудаев также рассказал ребятам о важности не только вокала. Да, вокал играет очень важную роль, но он не стоит на первом месте. По его словам, артист должен нести в себе энергетику, которая поможет зажечь зал, в частности, каждого зрителя. То, что я всегда вам говорю, ваши недостатки, культура речи, произношение, каждое слово, красиво выговаривать и до конца. Без культуры нам не нужно, понимаешь? Пение и культура речи, все должно быть совокупно. Тогда будет и плюс душа. Просто монотонность песни не годится. Видишь? Надо пропевать мелодию, чисто петь каждую нотку, мелизмочки эти, правильно все это делать. Видишь, чтобы украшивать песню, чтобы была красивая. Звучание, чтобы было. Видишь? Не надо стесняться. Выше образ. О чем вы говорите, о чем вы поете, вы должны перенести эту душу, отдать. Видишь, в зал, зритель. Вами будут восхищаться, вами будут довольны. Все
Петь каждый может, а как петь, это другой вопрос, видишь? Талант артиста заключается в его исполнительском мастерстве. Речь выше, вот как вот он преподнесет, вот так и воспримет зритель.